уважаемые друзья, меня зовут Альберт Кардашевский, я являюсь сотрудником Инженерно-технического института и работаю в компании «Стройкомпозит». Сегодня я вам расскажу об особенностях строительства индивидуального жилого дома, о тех мероприятиях, об этапах и о тех наибольших ошибках при строительстве, при проектировании и при эксплуатации таких зданий. Но вы знаете, что у нас в республике ежегодно сдается порядка 600 тысяч квадратных метров жилья, из которого на индивидуальное жилищное строительство приходится где-то 40%. То есть это очень большой объем. Если переводить на квадратные метры, это около 250 тысяч, 280 тысяч квадратных метров ежегодно вводится индивидуального жилья. При этом следует подчеркнуть, что большинство из этих введенных домов, это, к моему большому сожалению, может кому-то это нравится, но это деревянное домостроение. Мы живем в 21 веке, у нас есть технологии, материалы, но, к сожалению, до сих пор мы строим, как строили наши родители, как строили как наши деды, прадеды и так далее. Немножко поменялись инженерная инфраструктура, отделочные материалы, но в остальном дома такие же. Так, следующий слайд, пожалуйста. Ну, для начала поговорим об основных этапах планирования, да? То есть здесь не только строительство, но и вообще весь этап планирования строительства дома. Изначально почему-то все уверены, что строительство дома начинается от проекта. На самом деле это не так. Строительство дома начинается от земельного участка. То есть если у вас есть земельный участок, вы смело можете проектировать, строить и так далее. Поэтому наиболее важным этапом в любом строительстве, а в индивидуальном жилищном это в первую очередь, это оформление земельного участка. Очень часто так бывает, что люди уверены, что их земельный участок, на котором они прожили практически всю жизнь, принадлежит им полностью на полном праве. При проверке документов, при межевании участков или при оформлении кадастрового паспорта выясняется иногда, что часть территории была перенесена там на метр, на 2, на 3 и так далее. В старые времена, когда еще никто сильно за этим не следил, и в моей практике был такой случай, что участок живут уже 30 лет, решили построить дом. Как всегда, отошли 3 метра от забора по требованиям противопожарным, залили фундамент, построили дом двухэтажный, красивый, из лиственничного лафета. Потом при согласовании документации разрешения на строительство, на ввод объекта выяснилось, что часть стены находится на территории смежной организации. Это выяснилось только при сверке документов. Поэтому оформление земельного участка и всей документации при строительстве – это обязательное условие, чтобы потом не переделывать и не переносить ваш дом. С земельным участком разобрались. Почему именно земельный участок важен? Потому что проектирование последующее идет именно с привязкой к этому земельному участку. То есть это подъездные пути, это инженерная инфраструктура, то есть электрика, газ и так далее. Все привязывается к вашему земельному участку. Плюс при проектировании здания ориентируется на стороны света, на розу ветров. И поэтому, если у вас есть строительный участок, земельный участок, то и, соответственно, второй этап – это проектирование и составление сметы строительства. При индивидуальном строительстве очень часто граждане пренебрегают вот этим вот вторым пунктом. Обычно вместо проекта у нас эскизный проект или вообще проект, который нашли в недрах интернета. Планировка очень красивая, хочу вот такой дом и баста. Идут к строителям, дают листочек бумаги с планом дома, где есть размеры приблизительные. И строители по этим размерам строят дом.
Это очень часто встречается, к сожалению, в индивидуальном жилищном строительстве. О минусах этого подхода я вам дальше расскажу. Ну а третий – это подготовка документов на строительство дома. Тоже отдельный этап, очень много волокиты, очень много документов. Но в последние годы это очень сильно упростилось в связи с тем, что у нас есть единое окно. Это бывший многофункциональный центр, сейчас это центр «Мои документы», который практически весь документооборот с сопутствующими организациями взяли на себя. Так, если у вас есть земельный участок, проект, если у вас есть разрешение на строительство, мы переходим к сбору средств на строительство дома. То есть мы ведем поиск. Если у нас есть собственные накопленные средства, это очень хорошо, но в основном бывает так, что этих средств хватает максимум на 30-40% от стоимости дома. Поэтому поиск средств у нас сводится к обращению в кредитные учреждения. А для этого там требует опять пакет документов. Поэтому вот самые первые – это земельный участок и проект со сметой. Это являются обязательными частями для обращения в банк. Так, следующий этап – это уже непосредственно само строительство дома. То есть это идет уже четвертый. Это не самое первое. Следующее – подготовка документов на ввод дома в эксплуатацию. Это уже работы по сдаче объекта готового. Ну и последующий этап – это безопасная эксплуатация дома. Почему я его выделил как отдельный этап? Потому что очень многие застройщики на эксплуатацию здания практически внимания не обращают. Если вы посмотрите на рисунок, приведенный в правом верхнем углу, то посмотрите, что затраты на строительство всего дома – это малая часть. Самая большая часть – это будут эксплуатационные затраты во время проживания в этом доме. Если мы ориентируемся на строительство дома современного, энергоэффективного, долговечного, то мы должны исходить из того, что мы должны минимизировать затраты не только на строительство, но и на последующую эксплуатацию дома. А для этого мы должны рассмотреть весь жизненный цикл вообще объекта и вообще проекта строительного. То есть это начиная от выбора земельного участка, от составления проектной документации, строительства, эксплуатации дома и до демонтажа этого дома. То есть на всем протяжении вот этого вот всего цикла стоимость нашего объекта недвижимости, она не должна сильно играть и уменьшаться. Да? Следующий слайд, пожалуйста. К первому этапу перейдем по особенностям проектирования индивидуальных жилых домов для условий нашего региона. Если вообще говорить о проектировании, то оно делится на два абсолютно разных направления. Это территориальное планирование и архитектурно-строительное проектирование. Территориальное планирование в основном относится к муниципальным образованиям, городским, к поселениям и так далее, где идет составление генерального плана поселения, где идет формирование планов по застройке территории. Что касается архитектурно-строительного проектирования, оно в основном связано непосредственно с объектом, то есть с нашим домом. Но в результате объединения этих двух направлений мы получаем проектно-сметную документацию по строительству нашего объекта. Если говорить строгим языком, то в проектной документации должно быть как минимум 12 разделов. 12 разделов – это требование, прописано в федеральном законе, но, к сожалению, в индивидуальном строительстве это не обязательно. Поэтому проектная документация у нас, как я уже говорил выше, у кого есть, у кого нет. Теперь о разделах проектной документации, которые необходимы нам, как индивидуальным застройщикам. Все 12 разделов, в принципе, для частника они не нужны. Даже если вы нанимаете строительную бригаду или там организацию строительную, то даже в этом случае вам все 12 разделов тоже не пригодятся. Ну, допустим, здесь отмечены красным пунктом те разделы проектной документации, которые вам будут необходимы в первую очередь. Это схема планировочной организации земельного участка. Этот документ необходим для получения разрешения на строительство объекта. Архитектурные решения раздел. Он вам необходим для визуализации ваших пожеланий. То есть это тот раздел, который содержит
план здания, фасады здания, то есть там вы можете увидеть, сколько окон, какие окна, какого цвета фасад, какие материалы используются при этом. Также там вам будут дан разрез здания и основные технико-экономические показатели объекта. То есть там указывается площадь здания, объем здания, количество этажей. То есть те данные, которые вам необходимы, допустим, для обращения в банк. Да? Ну и третий – это смета на строительство объекта капитального строительства. Смета вам нужна в любом случае. Почему? Потому что очень многие сейчас начали обращаться к услугам строительных бригад или строительных организаций. Сейчас их у нас очень много, и всегда возникают, ну как скажем, проще сказать, недоразумения, да, когда речь заходит о деньгах. Вроде бы объемы выполнены, а в тех ли объемах они выполнены, с тем ли качеством они выполнили, это очень сложно бывает соотнести. Поэтому, если у вас есть на руках смета на строительство объекта, вы по этой смете заключаете договор подряда с той организацией, которую вы выбрали, и по этой же смете вы с ними рассчитываетесь. То есть это упрощает ваши взаимоотношения в будущем при строительстве данного объекта. Далее идем. Дополнительно к этим трем разделам вам, если вы строите, допустим, сложные объекты, у вас очень большая мечта, у вас есть финансовые возможности, вы строите, допустим, не маленький домик там 7 на 6 или там 8 на 9, а строите большой дворец или коттедж, где большое количество инженерных коммуникаций, где вы используете различные виды материалов, где вы используете различные виды отопительных приборов, тогда вам необходимо делать раздел конструктивные, объемно-планировочные решения и сведения об инженерном оборудовании. Вот этот пятый раздел, он на самом деле, скажем так, состоит еще из нескольких подразделов, которые я здесь не указал. Здесь отдельно идут часть отопления, вентиляция, водоснабжение, канализация, электрика, слаботочное устройство. То есть этих разделов здесь довольно-таки много. В этом же разделе есть газификация. Ну и для вас пояснительная записка к проекту. В пояснительной записке идет описание тех конструктивных решений, которые приняты в проекте. То есть это описание помогает понять то, что изображено на чертежах. Следующий слайд, пожалуйста. Так, ну и возвращаясь к тому, что я уже говорил, то, что многие застройщики берут проекты из интернета. Берут из интернета план, иногда даже готовые проекты покупают люди. И при этом эти проекты они не адаптируют к нашим условиям. Что значит адаптация проекта к условиям эксплуатации? Адаптация проекта к условиям эксплуатации – это значит, что мы должны учитывать, во-первых, состав грунтов, то есть у нас многолетние мерзлые грунты, или, проще говоря, вечная мерзлота. Те проекты, которые делают организации Центральной России, они в основном не учитывают сохранение многолетних мерзлых грунтов. Во вторую очередь это остекление зданий. Те проекты, которые создаются в европейской части, там очень большое количество остекления. То есть там, если учитывать, если брать в процентах, да, от площади стен, где-то от 40 до 50% остекления бывает на стенах зданий. Это в наших условиях неприемлемо. Как бы мы ни хотели, как бы ни старались, но, к сожалению, даже самые лучшие энергоэффективные стеклопакеты, которые есть в настоящее время, они не позволяют сохранять тепло в наших домах. То есть, если мы сохраняем те же самые остекления, то мы изначально себя вводим в кабалу в будущем при эксплуатации этого дома. То есть у нас будут большие затраты на отопление. Ну и вот, исходя из этого, смотрим, да, есть обязательное требование, которое соблюдают все застройщики в многоквартирных домах. Это требование по нормируемому
сопротивлению теплопередачи. То есть это тот коэффициент, на который необходимо ориентироваться при проектировании и при строительстве зданий. И здесь дается 3 разных ограждающих конструкции. Это стены, для них нормируются отдельно, для наших условий, да, для города Якутска это 5-16. Есть перекрытие и покрытие. Перекрытие это цокольные перекрытия, покрытие это у нас чердачное перекрытие и крыша, да, кровля. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. И теперь рассмотрим те варианты, которые есть на сегодняшний день у нас в республике. Здесь слева представлена схема теплопотерь деревянного здания из бруса сечением 180 на 180. А здесь представлено энергоэффективное малоэтажное здание, которое отвечает требованиям, которые были на предыдущем слайде. Очень много цифр, но остановлюсь на следующих. Если вы посмотрели и запомнили, да, то у нас сопротивление ограждающих конструкций стен должно быть не менее 5,1. Ну, там 5,16 написано, здесь 5,1, да? Мы сократили. Если мы берем брусовый дом, то 1,43 у нас брусовый дом. То есть мы практически в 4 раза изначально при строительстве из бруса, как скажем, работаем на воздух. То есть мы отапливаем улицу. И при том это у нас происходит постоянно. Если есть выходцы из села, все поймут, что у нас зимой каждый житель это раб печки, да? То есть мы печку топим там кто 5 раз, кто 3 раза, кто 6 раз. Это касается только стен, да? Теперь, если мы смотрим перекрытие, это у нас цокольное перекрытие, это у нас чердачное перекрытие. Холод у нас проникает не только через стены, не только через полы, да, но и через окна. Как я уже говорил, даже самые лучшие окна энергоэффективные, они хуже, чем наша ограждающая конструкция, то есть хуже, чем наши стены. В любом случае. Поэтому остекление необходимо минимизировать или хотя бы сделать так, чтобы оно было направлено на южную или восточную сторону. Но об этом мы еще поговорим. Соответственно, изначально, когда мы строим дом, мы брусовый дом. Он дешевый в строительстве. Его быстро возводят, да? То есть его можно буквально за 3 недели построить. Отделки сложные не требуют. По стоимости он получается самый дешевый. Но если мы посмотрим на эксплуатацию этого дома, то затраты, конечно, там несопоставимые с энергоэффективным домом. При строительстве таких домов мы должны обязательно ориентироваться на то, что в последующем мы их будем утеплять. К сожалению, очень многие люди эти дома в последующем не утепляют. О способах утепления деревянных брусовых домов мы поговорим далее. Ну а так, для сравнения приведу только одно, да, что если мы строим одноэтажное здание одинаковой площади, одинакового объема, то только за счет строительства по требованиям мы можем сэкономить до 40% тепла. То есть практически половину тепла мы можем обратно вернуть в дом. Только за счет того, что у нас стены, полы, условно говоря, перекрытие, да, чердачные у нас отвечают требованиям. Что касается двухэтажных домов, то у нас здесь до половины потерь тепла мы можем восстановить по сравнению с брусовым домом. В любом случае потери у нас идут, это через окна, через перекрытие, процент меняется, но то, что резко падает потери по стенам, перекрытиям, это очень большой плюс. Следующий слайд. Теперь, при проектировании зданий у нас очень многие пренебрегают, как я уже говорил, многолетними мерзлыми грунтами или вечной мерзлотой. Если среди вас есть строители, то вы знаете, что у нас дома проектируются по 2 принципам. Это первый принцип – сохранение мерзлого состояния грунтов. И второй принцип – это с частичной оттайкой мерзлого состояния. Первый принцип, он относится больше к свайным домам, то есть домам на свайных фундаментах. Ну а второй принцип практически относится ко всем индивидуальным жилым домам, которые у нас есть в республике. То есть мы сразу при строительстве должны
знать о том, что у нас будет оттайка грунтов. И это будет не через 5, не через 7 лет, а может быть 10, 20, а может быть через 3 года. Это все зависит от тех решений конструктивных, которые вы заложили в проект или при строительстве. Теперь, очень многие путают понятия, когда строят дом. Все говорят о том, что вот я построил хороший дом, он большой у меня, там 10 на 8, но я сделал фундамент проветриваемым, говорит. У меня мерзлота не оттает, говорят. Если мы возьмем снипы, да, то проветриваемый фундамент, высота проветриваемого фундамента по расчетам должна быть не менее 1,40 м, от 1,20 м до 1,40 м. И при том оно должно быть полностью открытое, чтобы воздух беспрепятственно ходил под зданием. Только в этом случае зимой грунты под зданием восстанавливают свою структуру мерзлую. Когда мы говорим об индивидуальном жилищном строительстве и говорим о продухах, допустим, в ленточном фундаменте или в продухах под домом, фундаментах из лафета, то у нас там циркуляции воздуха как таковой практически нету. То есть те продухи, которые мы оставили диаметром, допустим, там 50 мм или там 70 мм в количестве там 5 штук на 10 метров, это практически не влияет на оттайку, вернее, не восстанавливается мерзлое состояние грунтов под зданием. То есть у нас при этом оттайка идет, но чуть меньше. Если сравнивать, допустим, с непроветриваемыми видами фундамента. Но в любом случае оттайка под зданием идет. Только за счет того, что у вас здание занимает определенную площадь, и эта площадь накапливает тепло, которое идет от здания. Следующий слайд. Ну, теперь говорим об особенностях объемно-планировочных решений для условий севера. То есть то, что мы говорили об адаптации проектов к нашим условиям. К нашим условиям мы адаптируем проекты следующим образом. В первую очередь это мерзлота, да? Мы про нее не забываем, потому что на этой мерзлоте стоит наш дом, там располагается наш фундамент, а фундамент это основа долговечности и качества всего дома. Поэтому для сохранения мерзлого состояния грунтов должна быть компактная планировка самого дома, строительство небольших по периметру домов, да? Лучше расти вверх, чем расти вширь, потому что чем больше здание, чем больше площадь пятна застройки, тем больше оттайка у нас под зданием. А если у нас там есть оттайка, значит грунты у нас нестабильные, со временем дом поведет. Это особенно важно для тех, кто строится из каменных материалов. То есть деревянные дома, для них это не критично, потому что дерево, оно, в принципе, можно восстановить, да? Поддомкратить, положить лёжки и так далее. А вот что касается каменных домов или домов из ячеистых бетонов, то те трещины, которые там возникают, это уже довольно-таки затратное мероприятие, либо усиление фундаментов, либо восстановление мерзлого состояния грунтов сезонными охлаждающими установками. Теперь функциональное зонирование. Очень многие на это не обращают внимания, но это такой пункт, который для нас жизненно необходимый при эксплуатации здания. Что значит функциональное зонирование? Это когда у нас хозяйственный блок, то есть котельная, да? Санблок, санитарный узел, и столовая, то, что потребляет у нас воду, газ, то, что у нас идет слив из этих источников, они должны располагаться по одной линии. При проектировании на это надо обязательно обращать внимание. Почему? Потому что, во-первых, это уменьшение затрат, во-вторых, это увеличение надежности вашей конструкции. Чем меньше перегибов, поворотов, тем меньше сопротивления при движении жидкости. Это вы, наверное, уже знаете. И плюс ко всему, у вас экономия идет за счет
вентиляции. То есть вентиляцию можно сформировать единую в едином канале разнонаправленную, то есть для котельной отдельный выход, для санузла отдельно и для кухни отдельно, но в едином канале. То есть мы его утепляем, мы его оформляем и выносим под кровельное пространство или на улицу. Вот на это обязательно нужно обращать внимание. Почему? Потому что в европейских проектах, которые предоставляют проектные организации, там санузел находится в этом углу, котельная находится, в большинстве случаев ее вообще нету, а кухня находится в другом углу здания. То есть между ними очень большие бывают расстояния, а это все требует дополнительных расходов и обслуживания. Учитывая то, что многие хозяйки не любят, когда трубы торчат, мужчины в основном прокладывают эти коммуникации под полом или под стяжкой. Что тоже не очень хорошо, потому что в случае чего заменять их бывает очень сложно. Далее, то, что ориентация спален и общей комнаты на юг, здесь можно подчеркнуть, что остекление, в принципе, с южной стороны, с восточной стороны можно делать большим по сравнению с другими направлениями. Ну и, конечно же, если говорить вообще о северных регионах, да, там, где солнце невысоко, оно буквально катится по горизонту, там смысла устройства больших вытянутых окон нету. То есть там нужно вот примерно как вот здесь вот решетки представлены, да? Вот примерно такие окна должны быть в северных регионах нашей республики. Следующий слайд, пожалуйста. Так, ну переходим к оформлению документации, разрешения на строительство объекта. Ну, если вы в курсе, то зайдя на сайт «Мои документы», вы увидите услуги, которые предоставляет это учреждение. И там четко расписано, ну, вернее, не четко расписано, там представлен перечень документов, и он представлен на всех, то есть и на крупных застройщиков, и на индивидуальных застройщиков. Если все отбросить, да, то минимум документов, которые вам необходимы для оформления разрешения на строительство, это документы ваши, паспорт, заявление вы пишете там же, есть уже готовый бланк, градостроительный план земельного участка. В принципе, градостроительный план земельного участка вы можете оформить там же, если у вас есть выписка по вашему земельному участку. Правоустанавливающие документы на земельный участок. И, как я уже говорил, из проектной документации вам обязательно нужно будет СПОЗУ, да? Схема планировочной организации земельного участка. Что такое СПОЗУ и с чем его едят? Это схема, которая нанесена на вашу топосъемку вашего участка, и где вы схематично, ну вернее не вы, а проектная организация схематично наносит те объекты, которые есть и которые будут строиться. То есть там обозначение идет существующие объекты, планируемые к строительству объекты. Даются кое-какие технико-экономические показатели, площадь, объем и так далее. План земляных масс. В принципе, это небольшой документ, его делают очень быстро, но это обязательный документ из проекта, который вам необходим для оформления разрешения на строительство. Ну и для тех, кто живет, допустим, в историческом центре, в старом городе, допустим, вы захотели красивый дом себе построить, то вам необходимо будет получить согласие от муниципального учреждения и представить дополнительные документы по фасаду, по окраске, по используемым материалам и так далее. Следующий слайд. Ну, по оформлению документов сразу все закончим. Строительства пока не касаемся, чтобы вы сильно не запутались. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Тоже основной документ, на основании которого вам будут, вернее, ваш объект будет регистрировать право собственности на ваш объект. Значит, те же самые документы, практически, да, паспорт, заявление, техплан объекта, то есть вы закончили строительство, обратились в БТИ, пришел специалист, осуществил замеры, сделал план и технический план объекта. Притом вы сдаете электронный вариант. Изначально это нужно будет
запомнить и при оформлении этого документа взять еще и электронный вариант. Топосъемка с отмеченными координатами необходима для нанесения вашего объекта. Спозу это тот документ, который у вас уже есть, вы его просто предоставляете. Ну и по желанию у вас могут попросить еще градостроительный план или кадастровая выписка по вашему земельному участку. Если вы строите дома по договорам со строительными организациями, если у вас крупный проект, который содержит не одно строение, а несколько, и идет этапно, то дополнительно у вас могут попросить акты о соответствии техническим регламентам, акты приемки объектов и так далее. Но это в основном касается только крупных застройщиков. Следующий слайд. Ну, давайте поговорим о подготовительных этапах работы при строительстве. Очень многие про эти этапы забывают, но эти этапы занимают очень много времени и требуют приложения больших усилий. Ну, в первую очередь, это получение технических условий на подключение к инженерным сетям. Это и электрика, это и газ, это и водоснабжение, если они у вас есть на территории строительства. Следующее. Получение кредита в банке, я его как отдельное направление выделил в первом слайде, но это тоже занимает время. На рассмотрение документов уходит где-то от 2 недель до месяца. Следующий слайд. Инженерно-геологические изыскания. По большому счету, инженерно-геологические изыскания, они проводятся на этапе проектирования. Да? То есть до подготовки проектной документации мы должны уже понять, какие грунты есть у нас под зданием. Но частные застройщики, они инженерно-геологические изыскания проводят только в том случае, если у них, ну, как скажем, у соседей там дом треснул, который они построили, или там у другого соседа дом наоборот кренился, или там заболоченный участок, на который сложно посадить какой-либо вид фундаментов. Поэтому инженерно-геологические изыскания это желательно для застройщиков частных, но это дорогое удовольствие довольно-таки. Поэтому относим сюда. Следующее. Подготовительные работы. Разрешение на земляные работы. Если вы живете в центре города или в застроенном квартале, то при прокладке инженерных коммуникаций вам нужно будет взять вот этот документ. Причем этот документ он требует очень больших согласований, начиная от администрации города, заканчивая ФСБ. То есть газовики, водоканал, электрики, ГАИ согласуют этот документ. Поэтому, если у вас есть в проекте земляные работы при устройстве инженерных коммуникаций, то этими работами надо заниматься до строительства. Следующий слайд. Так, разрешение на вырубку деревьев. Ну, вы все знаете, что у нас город Якутск очень пыльный город, мало зеленых насаждений, парк практически единственное место, где у нас они еще остались. И поэтому очень рьяно относятся к сохранению зеленых насаждений. Вот этот документ обязательно тоже заранее нужно подготовить с учетом плана СПОЗу, да, который был. Следующее. Устройство электроснабжения. Ну, здесь говорится не о получении технических условий, а именно электроснабжение участка на период строительства. Это может быть подключение по временной схеме, это может быть, допустим, использование генераторов, чтобы подрядная организация, если у нее этого нету, была независима, энергонезависима. Следующее. Ограждение и расчистка земельного участка. Ну, тут объяснять не надо. Следующее. Вот. Подготовка подъездных путей. Очень многие про это забывают, но если мы строим даже деревянный дом, то все равно используем спецтехнику для доставки материалов. А у нас довольно-таки маленькие улицы бывают, особенно на дачных поселках, где практически большой техники развернуться бывает очень сложно. Поэтому продумать это надо изначально. Следующее. Ну, заключение договора подряда, либо с организацией, либо со строительной бригадой. Следующее. Приобретение стройматериалов. Ну и самый главный этап, следующее, это строительный контроль. Ни один частный застройщик по своей инициативе строительный контроль, вернее договор на строительный контроль не заключает. А строительный контроль – это ваша гарантия того, что ваш дом будет качественный.
Пожалуйста, поднимите руки те, кто строится сейчас. Есть такие? Кто строит дом? Есть. Долгострой? Ну, так бывает. А есть среди вас те, которые ну, имеют, может, друзей или заключили договор на строительный контроль? Есть такие? Нету, да? А есть те, которые очень хорошо разбираются в строительстве. Вот, видите? Мы практически покупаем кота в мешке, да? Когда мы забываем о строительном контроле, мы полностью доверяемся строительной бригаде. А как показывает опыт, это не всегда есть хорошо. Притом у нас бригады часто меняются. Допустим, фундамент делает одна бригада, стены возводит другая, кровлю делает третья, инженерку четвертая, отделку пятая. И все говорят, вот у вас были плохие фундаментчики, которые криво залили или там устроили, а вот у вас плохие каменщики были, они плохо стены вывели. То есть, чтобы этого не было, должен быть один человек, ну или компания, которая берет на себя ответственность за качественное выполнение всех этапов работ при строительстве вашего дома мечты. Следующий слайд. Ну, посмотрим те дома, которые у нас эксплуатируются. Здесь представлена термограмма. У нас самое большое количество нареканий при эксплуатации домов – это, конечно же, полы. Полы холодные, все ходят в валенках, в унтах, в носках, там, не знаю, в тапках теплых. Все пытаются эту проблему решить с помощью теплых полов, но теплые полы – это оттайка вашего фундамента. Если есть такие участки, и вы используете теплые полы, то это гарантия того, что ваш дом через 5-6 лет оттает и начнет проседать. Появятся трещины или перекосы, да? Вот это появляется из-за отношений. Это не брак, ну, большей частью это брак при строительстве, реже при проектировании. Ну, посмотрите, вот здесь представлены несколько фотографий, как мы делаем цокольное перекрытие. То есть буквально у нас одна балка лежит, сверху, слава богу, что постелили пленку, да, изоляционную. Потом бросили утеплитель кое-как между балок, и сверху это все пленкой и пол накрыли. И говорим, да, у нас утепленный пол, у нас все хорошо. Ну, на самом-то деле, зима-то у нас показывает, что при устройстве очень много щелей возникает именно по контуру стены. Почему? Потому что дерево у нас живой материал, подвержено усушке, появляются щели, а малейшая щель при больших перепадах температур в наших условиях – это свищ. То есть, если в дома у нас плюс 20 градусов, а на улице 45, вы, наверное, даже сами можете это почувствовать, когда дует из малейших щелей, если окна не плотно прижаты, да, это очень сильно ощущается. Следующий слайд, пожалуйста. Как это должно выглядеть на самом деле? Ну, вот то, что было представлено, да, вот оно. Ну, здесь, правда, представлены две балки, но это сути не меняет. Почему не меняет? Потому что мы создаем мостики холода в любом случае. То есть, как бы мы плотно туда не пихали, как бы мы не конопатили, в основном весь пиломатериал, который используется у нас в городе Якутске, да и вообще по республике, он сырой. То есть влажность этого материала, она там от 15 до 30-40%. То есть в последующем при эксплуатации дома, когда у нас внутри положительная температура, эти балки начинают вести, появляется усушка и трещины. И плюс зазоры, да, свищи. Очень многие стараются хитрить, то есть используют разного сечения балки. Это хороший вариант, согласен, но все-таки не панацея, потому что опять-таки может появиться этот зазор, который нельзя выявить глазом, но который ощущается при тепловизионном исследовании. У нас сечение балок, допустим, если здесь 180, здесь 10-я балка, да, то есть толщиной 10, здесь 180, у нас всего полка получается 4 сантиметра. Меньше, чем спичечный коробок.
То есть это не гарантия теплого пола или перекрытия. Поэтому предлагается разнонаправленное устройство балок цокольного перекрытия, да и вообще, и чердачного перекрытия в том числе, когда у нас идет перекрестное направление балок. В этом случае у нас нижние балки накрываются новым слоем утеплителя. Да? Ну, здесь представлены два различных варианта, то есть это первый полностью использование балок, второй это использование лёжек дополнительных, чтобы сэкономить материал. То есть мы еще больше делаем зазор. Ну и плюс очень многие спрашивают насчет утепления примыкания к фундаменту. У нас большинство деревянных домов фундамент имеет деревянный из лафета. Ну вот представлена его форма, то есть там криволинейная форма, которую довольно сложно утеплить теми материалами, которые есть у нас сегодня на рынке. Да? Здесь необходимо использовать разные материалы. Допустим, если для утепления перекрытий мы используем жесткие маты, да, плиты, минераловатные, то есть на основе базальта, то для утепления вот этих криволинейных поверхностей мы используем утеплители меньшей плотности. В основном это стекловатные материалы. И плюс ко всему еще используем конструктивные элементы защиты, когда дополнительно утепляется примыкание к конструкции округленной. Да, то есть это брусок, утепленный дополнительно джутом, паклей. И сверху делаем напыление из пенополиуретана. И притом это не тот пенополиуретан, который используется при монтаже окон и дверей, это другой вид. Сегодня на рынке города Якутска представлены три варианта. Это полинор, это теплис, который в Интехстрое продается, и пеноплекс называется. То есть это напыляемые виды утеплителей, пенополиуретан. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, насчет утепления стен, о чем я говорил, при проектировании, даже если вы строите брусовый дом, вы должны быть морально готовы и вообще в проекте должны предусмотреть утепление этого дома в последующем после усадки, допустим, после 3-4 лет эксплуатации. Или же многие предпочитают сразу иногда утеплять, но при этом необходимо учитывать, что ваше здание будет просаживаться, будет усадка довольно-таки большой величины, и поэтому схема утепления таких домов, которые буквально 2-3 года назад были построены, усадка еще не до конца произошла, это использование опять-таки двух разных видов утеплителей. И направление размещения обрешетки под вентилируемую фасадную систему. Как вы знаете, у нас дерево это дышащий материал. При эксплуатации через стены проходит очень большое количество влаги. И если мы просто берем и закрываем, обшиваем эту стену вплотную с утеплителем, обшивочными материалами, то вся эта влага у нас остается внутри конструкции, она никуда не девается. Это очень большое и очень часто встречающееся нарушение технологии. Теперь о самой технологии. То есть мы укладываем наши бруски, монтажные бруски сечением 5х40 или 5х5 в горизонтальном направлении. Они служат нам дополнительной опорой для нашего утеплителя мягкого, из того же стекловатного материала. То есть этот материал, он довольно-таки мягкий, он дает усадку, и чтобы эта усадка не сильно влияла на последующую эксплуатацию, мы делаем вот эти вот мостики, да, на которые утеплитель может опереться. Следующий этап – это монтаж твердого утеплителя, плотного утеплителя. Здесь уже направляющие направлены идут вертикально. При этом мы для компенсации усадочных деформаций делаем прорези. Ну, это многие знают, те, кто занимается деревянным строительством. Эти компенсирующие прорези делаются в обязательном порядке для вертикальной конструкции. Притом здесь вот одна вертикальная балка и вот вторая, да, и балка, говорю. Вертикальный брус, и здесь второй вертикальный брус, который идет поверх первого. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы создать
вентилируемый зазор. Он должен быть не менее 4 сантиметров, чтобы воздух циркулировал между утеплителем и обшивкой. При этом полностью закрывать, как скажем, нижнюю часть, то есть делать заваленку, да, по уровню, тоже не рекомендуется, потому что снизу должен быть зазор для поступления воздуха. И сверху тоже обшивать полностью наглухо тоже не требуется. Там должен быть опять-таки зазор для выхода той влаги, которая идет через ваши стены. И еще раз обратите внимание на то, что очень многие делают ошибку, когда монтируют пароизоляционную пленку, обычно это изоспан Б, сразу после бруса. То есть если вы все полностью закрываете, влага накапливается, характеристики вашего утеплителя, они очень сильно падают. Допустим, если вы по проекту заложили 10 сантиметров утепления, и этого было достаточно, то впоследствии во время эксплуатации за счет накопления влаги в конструкции у вас эти показатели сильно уменьшатся, и у вас будут возрастать расходы на отопление. Ну, это мы отвлеклись. Следующий слайд. Ну, здесь защита строительных конструкций. Очень многие подразумевают, что защита строительных конструкций это только химическая защита, то есть обработка всякими материалами. На самом деле есть конструктивные типы защиты, которые позволяют нам сохранить работоспособное состояние наших конструкций. Очень многие в нашем регионе пренебрегают вот этим вот. То есть срез кровли у нас у всех домов буквально там 30-40 сантиметров. А срез кровли это прямая защита ваших деревянных конструкций от косого дождя. И, во-вторых, это защита вашего фундамента. То есть, когда вода стекает, она в основном очень часто так и происходит, стекает и подпадает под ваше здание. Отмостку делают, буквально там 2 человека из 10 заказчиков. Мы у них видим отмостку. То есть, это бетонная отмостка, которая позволяет отводить вот эту влагу от здания. Далее. Очень многие застройщики и строители пренебрегают антисептированием тех деревянных элементов, которые находятся в условиях риска. То есть риск поражения грибами и микроорганизмами. Это те деревянные элементы, которые у нас находятся в цокольной части. Антисептическую обработку у нас проводят, по статистике нашей, по наблюдениям, это 3 человека из 10. Те дома, которые мы обследовали, там антисептической обработки нет. Вместо антисептической обработки у нас очень многие берут битумным лаком, промазывают в один слой и оставляют. Обработка антисептиками, она недорогая, она сопоставима с тем же битумным лаком. Просто здесь нужно учитывать то, что все антисептики и антипирены, которыми вы обрабатываете ваши строительные конструкции деревянные, они имеют свойство вымываться. То есть они водорастворимые, и при эксплуатации со временем их концентрация падает. То есть вы должны в течение, после 3-4 лет эксплуатации заново наносить эти защитные составы. Наиболее долгую и качественную защиту дает вакуумная обработка, но, к сожалению, такое используют только при подготовке шпал в железнодорожном строительстве. Если зайдете в магазины, то сейчас очень большой выбор антисептических материалов, очень большой выбор противопожарных материалов, антипиренов. Да? Допустим, в этой части вы обрабатываете антисептиками, потому что здесь повышенная влажность, здесь у нас воздействие, риск поражения грибами, а в верхней части, в кровельной части, это обработка антипиренами, то есть защита от пожара, от возгорания. Так, следующий слайд. Давайте остановимся на новых технологиях, которые вошли в нашу республику. Быстренько, да? Это у нас технология ЛСТК, которая нашла распространение в малоэтажном строительстве, но в основном в северных регионах нашей республики. По этой технологии строят не только многоквартирные дома, но и фельдшерско-акушерские пункты, детские сады и так далее. Используют ее и в частном домостроении. Это каркасная технология, где вместо
каркаса, то есть стойки, полностью изготавливаются из таких легких стальных тонкостенных конструкций. Они обработаны, вернее, это оцинкованная сталь, не подвержена гниению, коррозии, и, соответственно, имеет срок эксплуатации, сопоставимый со сроком эксплуатации самого здания. Следующее, пожалуйста. Так, ну это уже тоже каркасная технология строительства. Это монолитный теплоизоляционный пенобетон. У нас в городе Якутске построено очень много объектов, в том числе и многоквартирных домов. И сейчас используется в 203-м микрорайоне при строительстве многоквартирных домов. Суть технологии заключается в том, что возводится каркас, и в пространство между стойками и обшивкой заливается монолитный теплоизоляционный пенобетон. Вместо пенобетона сейчас очень многие заливают и полистирол-бетон монолитный, многие заливают опилкобетон, но это у кого какая фантазия. Многие начали заливать сейчас эковату. Но здесь есть тоже свои нюансы, потому что эковата — это у нас бумага, и просто взять и насыпать ее внутрь конструкции — это большая ошибка, потому что со временем, как раз таки из-за того, что влага идет у нас через стены, вата увлажняется, немножко проседает, появляются свищи и щели. Поэтому при нанесении эковаты на стены необходимо использовать второй метод нанесения. Это наносится увлажненная эковата. То есть в результате высыхания получается конструкция в виде папье-маше. То есть как картон получается, она жестко держит свою форму. Следующий. Эта технология МХМ продвигается нашим деревообрабатывающим заводом «Алмаз». Технология немецкая, Massive Holzmauer называется. То есть это панельное домостроение, готовые панели заводского изготовления монтируются непосредственно на строительном участке. Панели состоят полностью из древесины, то есть это чистая древесина, которая соединена между собой в разных направлениях, то есть там диагонально, вертикально, горизонтально. В результате получается вот такая панель и такие дома. Следующий слайд. Так, новый вид, который у нас в республике начал активно продвигаться, это технология двойного бруса. Название красивое, но по большому счету это несъемная палубка получается из досок, да? Которые соединяются путем паз-гребень. Внутри остается полость. Вот эта полость, которая остается внутри, она заполняется вашим утеплителем. Желательно использовать те утеплители, которые заполняют полностью все пространство. То есть применение, допустим, плитных утеплителей здесь чревато, да? Потому что стыки, опять-таки, между плитами и полностью заполнить вот эти микрополости будет довольно сложно. Толщина самих вот этих досок, она разная, она варьируется, но не менее 45 должна быть. Изготавливают у нас такие несколько компаний в городе Якутске. Не буду, наверное, рекламировать. Следующий слайд, пожалуйста. Вот чем занимается стройкомпозит. Мы занимаемся производством и монолитного пенобетона, и автоклавных пенобетонных блоков. Почему я включил в новые технологии? Потому что кладка из автоклавных пенобетонных блоков, она абсолютно другая, чем по сравнению с обычными бетонными блоками или с теми же пенобетонными или полистирол-бетонными блоками естественного твердения, которые у нас есть в городе Якутске. Следующий слайд. Все. Все. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы.